полностью кичный ордер, то, что мы обязаны, мы уже сделали. Иса Балаев с гордостью рассказывает о завершении строительства очередного объекта компании «Стройиндустрия». Многоэтажный дом возвели в Нестеровском меньше, чем за год. В строительстве Иса не новичок и знает все тонкости своей профессии. На счету компании уже несколько сданных крупных объектов в Сунжинском районе. На форуме «Деловая Ингушетия» бизнесмен подписал выгодное соглашение о реализации еще одного инвестпроекта в Сунжинском районе. Инициативы подали глава республики Юнусбек Юлкуров. И глава района Хашгулью Иса уже хабяха, что метгури хосогерих и школы и садики. И был без хосогерви метги издевения. Але она что Бога Бог мне хабяш Бог алмога Богладики будет. Яйца практически кичтут уже 16 квартир у нас уже готовы, можно сказать. Уже до конца октября дали Андрей Борзаки чудо. Здесь у нас союз инвестиционный проект, 1000 квартир. Здесь строится 3 четырехэтажных жилых дома, в каждом из которых по 16 однокомнатных, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. Прилегающую территорию подрядчик также планирует благоустроить детскими площадками и зоной отдыха. Расположение домов самое удачное, рядом и новая школа, и детский сад. У нас это не первое инвестиционное соглашение с данным предпринимателем. Имеет место строительство 8-этажного жилого дома. 8-этажного жилого дома на 56 квартир в то время на СП Сунжа, то есть в данном случае в городе Сунжа. А также 5-этажного жилого дома на 28 квартир, также в городе Сунжа. Причем в каждом из этих домов на первый этаж также был занят, предусмотрен под объекты предпринимательской деятельности, либо под офисные объекты. Почему я делаю столь заостряя внимание на объектах предпринимательской деятельности? Это это стимулирует создание дополнительных рабочих мест. Это уже второй завершающий день форума, но его участники уже пожинают первые плоды. Деловая Ингушетия стала, безусловно, одним из самых ярких событий года в экономической жизни республики. У нас именно за последний год добавилось очень много производств, которые мы, соответственно, здесь и выставляли. Районы и города отдельные территории заняли и там представили всю продукцию, которая у них на территории производится. Отдельным составом на форуме выступили Комитет по туризму и Министерство сельского хозяйства, которые представили перспективы агропромышленного комплекса и туристический потенциал региона. Форум объединил участников из регионов СКФО, Московской области и Ростова-на-Дону, а также представителей Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства, Агентства стратегических инициатив, Организации женщин и бизнеса и многих других. В этом году мы совместили два форума. Это вот организация женщин и бизнеса. Она сейчас все больше и больше увеличивается, набирает обороты, эта организация. И в их число уже входит порядка 50 регионов. У нас мы открыли у себя в регионе тоже эту организацию и представительство. И руководителя выбрали вот на этом форуме. Эта организация тоже привезла с других регионов, там порядка 30 регионов представителей были у нас на нашем форуме. Соответственно, мы провели сразу два форума, можно так сказать. В Министерстве экономики уже подводят итоги. Результатами форума можно похвастаться, в рамках которого заключено 19 соглашений на общую сумму 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Сейчас в Министерстве налаживают механизм по контролю за реализацией проектов с последующим ежеквартальным отчетом. Юсуп Гилесханов, Адам Далаков, Новости 24.